В V веке до нашей эры греческий врач Алкмеон нашел у пациента нервы, которые связывают с мозгом ухо и глаза, и пришел к выводу, что мозг – это орган, где рождаются чувства и мысли. Дальше, век за веком, ученые пытались исследовать нервы и их строение, однако даже после создания микроскопа, это случилось в XVII веке, не могли понять, как же работает нервная система человека. И лишь в конце XIX столетия, после открытия рентгеновских лучей, стало очевидно, что тела живых организмов буквально пронизаны нервными окончаниями. Нервную систему человека специалисты изучают до сих пор и до сих пор делают все новые открытия. О них в том числе будем говорить в ближайшие полчаса и, конечно, обязательно выясним, восстанавливаются ли нервные клетки. В эфире проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Все начинается еще в утробе матери. Расскажем, как формируется наша нервная система. Множество подсистем, которые друг без друга не могут. Анатомия человеческих нервов. И путь на реабилитацию. Восстанавливаются ли нервные клетки у человека? И прежде чем начать большой разговор о нервной системе человека в студии программы, предлагаю узнать, с какой нервной системой человек рождается. Нервная система, вообще, она начинает формироваться уже начиная с 3-й недели беременности, и пик приходится где-то на 2-3 месяц внутриутробного развития. Это само развитие центральной нервной системы. Постепенно, уже в 3-м триместре беременности продолжает формироваться нервная система, миелинизироваться. Для того, чтобы информация у нас шла быстрее по центральной нервной системе, вырабатывается специальное вещество миелин. Так вот, оно начинает вырабатываться где-то с 36-й недели беременности, и в дальнейшем для нервной системы этот процесс продолжается весь первый год жизни. Но пик опять-таки приходится 4-6 месяцев. Где-то к этому возрасту он уже начинает манипулировать ручками, ножками, то есть делать более целенаправленное движение. Если мы говорим про спинной мозг, то уже он начинает формироваться где-то с 4-го месяца внутриутробного периода, но и активно расти и развиваться до 20 лет. И при рождении спинной мозг более такая сформированная структура, чем головной мозг. В силу таких вот особенностей. Он более миелинизированный, он более оформленный, хотя есть отличия от взрослого, но они на таком микроструктурном уровне получаются. Малыш, который рождается раньше этого срока, много вообще вопросов по недоношенному новорожденному. Он незрелый, и это не только нервная система, это и со стороны органа зрения, и со стороны органа дыхания, и со стороны органов пищеварения. То есть, когда малыш вообще родился недоношенным, с ним очень осторожно, с ним бережно, аккуратно, потому что при наличии различных, вроде бы одинаковых факторов, но только примерно 60% деток недоношенных в дальнейшем имеют нормальное развитие. К сожалению, либо по зрению, либо по дыханию, либо по центральной нервной системе в дальнейшем имеется ограничение жизнедеятельности и функции. Диагноз детский церебральный паралич вы слышали. Но это не значит, что надо опускать руки. Иногда это и не зависит от того, насколько недоношенный. Хотя есть такое понятие, как разница между центральной нервной системой у 26-недельного плода и 38-недельного очень значимая. Тут и саногенез, и масса, генетические факторы, то есть много факторов, которые помогают малышу в дальнейшем адаптироваться к внеутробной жизни. Как относиться к тому, что ребенок рождается с незрелой системой? Это норма, либо это патология? Так вот, он рождается, он приходит в мир, он адаптируется к этой системе, к миру, к тому, что надо дышать, к тому, что надо взаимодействовать. Поэтому, возможно, вот эта незрелость – это скорее норма. И постепенно для того, чтобы человек развивался, он получает новую информацию, организм ее перерабатывает, получает дальше. Уже где-то к 2-3 годам примерно уже нервная система сформирована, как у подростков. Вот эти вот какие-то только части. Другое дело, что нервная система развивается этапно.
она может быть немножко неравномерна. Когда-то больше моторные функции, когда-то больше понимания. Вот особенно речь пониманием и речь произношения. Есть такое понятие неврология развития. И вот очень важно врачам-педиатрам, врачам-неврологам детским знать, что должен уметь, как он должен это делать, для того, чтобы вовремя заметить, провести какую-то коррекцию, чтобы человечек в дальнейшем не отставал. Нервные клетки не восстанавливаются. Привыкли мы слышать, а вот правда это или нет, узнаем уже совсем скоро. В студии программы сегодня невролог, кандидат медицинских наук Михаил Селицкий. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Михайлович Селицкий, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования, невролог. Михаил Михайлович, давайте разберемся, что называется, в азах, основах, да, что такое вообще нервная система и из чего она состоит. Нервная система – это совокупность различных взаимосвязанных между собой нервных структур организма, которые отвечают за деятельность всех систем – пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой и других систем. То есть, по большому счету, это такой компьютер организма, без которого жизнь невозможна. Основные в этом компьютере – это нервы, да, то есть вот они такие рабочие лошадки, но они тоже бывают разными. Основная лошадка в нервной системе – это нервная клетка, или по-другому она называется нейрон. Нейрон состоит из тела клетки, которая находится, как правило, в центральной нервной системе, и отростков. И вот эти вот отростки, аксоны и дендриты, они по большому счету и представляют те или иные структуры периферической нервной системы. На самом деле это, да, структурная основа нервной системы. Так раз уж о клетках, о нейронах. Так скажите, восстанавливаются они или нет? Нервная система, она пластична. Что это значит? Это значит то, что даже несмотря на гибель определенных нейронов, их функцию берут на себя соседние нейроны или даже нейроны из других участков нервной системы благодаря формированию новых функциональных связей. Поэтому восстановление функций нервной системы, оно возможно даже при грубых поражениях центральной и периферической нервной системы. Единственное, конечно, пациентам нужно набраться терпения, воли, потому что это процесс длительный, который может занимать не один год. Тему восстановления нервной системы прямо сейчас продолжим с учеными-физиологами, а потом опять вернемся. Нервная система состоит из большого количества клеток. Если мы берем головной мозг, то в головном мозге содержится миллиард нейронов. Это именно те клетки, которые контролируют все. И поддерживающие клетки – это глия. Что касается нейронов, говорят, нервные клетки не восстанавливаются, то имеется в виду, что именно нейроны не восстанавливаются. Это высокоспециализированная клетка, которая не делится. Она только при минимальных повреждениях восстанавливает внутренние структуры. Если же нейрон погиб, он погибает окончательно, он не восстанавливается. Нейрон – это такая клетка, которая содержит как короткие отростки и формирует такую вот массу вещества головного мозга нейропиль, и содержит длинные отростки, аксоны. Короткие называются дендриты, длинные называются аксоны. Вот эти вот аксоны потом из нескольких нейронов собираются, скажем так, да, и формируют уже нервы. То есть, если мы говорим про нейрон, он не восстанавливается. Другие клетки головного и спинного мозга, такие как глия, вот все клетки способны делиться, способны изменяться. Они и нужны для того, чтобы поддерживать питание, поддерживать гомеостаз, так называемый, для нервных клеток. То есть, они могут восстанавливаться, но они относятся к клеткам нервной системы, но не являются теми нейронами, которые руководят всей нашей сущностью и всем нашим телом. Что касается нервов, это отростки нейронов. Соответственно, при их повреждении восстановление их на сегодняшний момент возможно. Если восстановлены отрезанные либо поврежденные участки своевременно, то аксоны от нейрона начнут восстанавливаться. Но это зависит от размеров повреждения, от массивности повреждения и от причины, которые привели к повреждению нервов. Как выглядит все это
при гистологическом исследовании, при микроскопическом исследовании, то есть вот повреждение нейронов. Вот вы видите здесь крупные клеточки, которые отличаются от вот этих вот мелких. Вот они, наши знаменитые нейроны. При их повреждении они меняют свою форму. Вот здесь вот как раз очаг микроинсульта. Вот видите, структура ткани, она нарушена, появилось какое-то такое пространство, как бы пустое. Это вот такая киста, которая формируется после ишемических инсультов. Это был микроинсульт. При таком микроинсульте, постинсультном вот этом вот периоде, будет симптоматика какая-то, да, человек будет на что-то жаловаться в зависимости от локализации, да. Но вот такой вот маленький размерчик, здесь нейроны, те, которые были, они погибли, вот здесь на стадии уже гибели, когда они сморщиваются, становятся темнее, то есть здесь вот зона тоже поражения, она менее волокнистая. Да, здесь уже пространство привело полностью к гибели и сформировалась киста. Если это минимальное поражение, если это микроинсульт, если это микроочаг, то глиальные клетки этот очаг локализуют, отграничат, и остальные нейроны попробуют сформировать связь друг с другом с помощью дендритов. И таким образом, если человек будет тренировать конечность, если человек будет тренировать свою речевую функцию, тогда восстановление возможно. Но иногда есть такие вещи, когда да, у человека массивный очаг поражения, большое количество нейронов повреждается, и тогда восстановление будет минимальным. Человек может полностью потом всю жизнь оставаться либо в инвалидном кресле, либо вообще лежачий. То есть если мы говорим про спинной мозг, да, вот эти вот травмы, когда прыгает головой вниз, да, то есть и в неизвестном бассейне ударяется, происходит разрыв спинного мозга, то в этом случае, конечно, это большой объем поражения. И здесь организм наш не способен восстановить все вот эти вот связи, все эти аксоны, связи между нейронами и остальными клетками. То есть, да, то есть человек в этом случае обречен. В эфире проект «Наукомания». Сегодня пытаемся разобраться в сложных хитросплетениях нашей нервной системы. И смотрите далее. Все болезни от нервов. Продолжаем находить правду среди мифов о работе нервной системы. Ювелирная работа. Какие операции сегодня проводят в научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии. И как устроена нервная система у животных, расскажем уже скоро. Нервная система симпатическая и парасимпатическая. Что за они и за что они отвечают? То, какую функцию несет на себе те или иные нейроны, нервная система делится на соматическую и вегетативную. И вот уже вегетативная, в свою очередь, делится на симпатическую и парасимпатическую. Дело в том, что деятельность вегетативной нервной системы, она не подчиняется нашему желанию, нашему разуму. Поэтому по-другому она называется автономная нервная система. Именно вот вегетативная нервная система отвечает за работу наших внутренних органов. За сердцебиение, дыхание, за перистальтику желудочно-кишечного тракта, за работу мочеполовой системы, за тонус сосудов. Очень часто мы видим, особенно в подростковом возрасте, так называемую вегетативную недостаточность. Когда у подростков, у детей мы видим учащенный пульс, повышенное потоотделение, учащенное дыхание, колебания артериального давления. Но дело в том, что формирование и дифференцировка нервной системы, она происходит только к 20-25 годам. Поэтому в подростковом возрасте, в принципе, это можно расценивать как вариант нормы, то есть это функциональные изменения, и практически они не требуют медикаментозной терапии, медикаментозного лечения. И с возрастом, с дифференцировкой нервной ткани, эти симптомы, как правило, проходят сами собой. Судя по тому, что вы уже рассказали, я смею предположить, что заболеваний вообще очень много. Давайте начнем, наверное, с центральной нервной системы, да? Что может быть и как этого избежать? Заболевания центральной нервной системы подразделяются в зависимости от причины их возникновения. То есть это сосудистые заболевания, когда происходит закупорка сосудов, развивается инсульт, или происходит разрыв сосуда, тогда у пациента развивается внутримозговое кровоизлияние или субарахноидальное кровоизлияние. Это травматические повреждения нервной системы. Это воспалительные заболевания, этиологическим фактором при которых является вирус или бактерия, иммунные заболевания посредством поломки иммунитета и другие. В целом, хотелось бы отметить, что заболевания центральной нервной системы разные по причине, они зачастую схожи между собой по симптомам.
Поэтому для пациентов важно знать, что появление той или иной неврологической симптоматики требует быстрого обращения за медицинской помощью, желательно к врачу-неврологу. Для своевременной постановки диагноза от этого зависит непосредственно прогноз и восстановление данного пациента. И особо хотелось бы обратить на такие симптомы, как нарушение речи, нарушение походки, неловкость в конечности, в руке или в ноге, появление онемения, нарушение болевой, температурной чувствительности, нарушение функции тазовых органов, нарушение координации. Если эти симптомы появляются остро или подостро, то есть за минуты, за часы, то нужно незамедлительно вызывать скорую помощь, и врач-специалист уже разберется, какое именно это неврологическое заболевание. А радикулит – это правда, что тоже заболевание нервное? Радикулит – это заболевание нервного корешка. Но дело в том, что по причине радикулита бывает разное. Если мы говорим о молодом возрасте, то, как правило, это межпозвонковая грыжа диска, так называемая дискогенная радикулопатия. Если мы говорим о более возрастной группе населения, то это уже дегенеративные изменения позвоночника. Слушайте, зрители мне не простят, если я вас не спрошу. Да. Глаз дергается. Это что, тоже к вам? Глаз дергается, это тоже к нам, можно сказать. Это невроз называется, то есть это тик. Основа здесь не органическая, а основа все-таки психоэмоциональная. То есть это психоэмоциональная перегрузка по тем или иным причинам при нормализации режима труда, отдыха, эмоционального фона. На фоне, возможно, легких седативных препаратов эти тики или дергания глаза, они непроизвольные. Да, контролировать точно невозможно, да. Самостоятельно проходят. Поэтому больше отдыхайте. Понятно. А вот перешли мы уже к психоэмоциональному состоянию, к нашему современному безумному миру, да. Но вот как специалист скажите, вот этот вот темп наш, в котором мы все куда-то бежим, не находим времени достаточно на какой-то отдых, даже на какую-то передышку порой. Вот это все прибавляет вам пациентов? Безусловно, это влияет на состояние здоровья. В организме существует так называемая система адаптации, система защиты или стрессоустойчивость. И когда стрессовые факторы внешней окружающей среды, они поступают, пускай даже остро, но кратковременно, система защиты, она срабатывает. Но если вот эти стрессовые факторы, они хронизируются, у пациента постоянное переутомление, как вы говорите, человек постоянно куда-то бежит, все время не успевает, накручивает себя, не досыпает, то рано или поздно, конечно, будет срыв этой адаптации, и как следствие будут возникать те или иные, не только неврологические симптомы. Проблемы добавляют и гаджеты, экраны. Конечно. Ну, а с другой стороны, благодаря именно современным технологиям и современным знаниям врачи сегодня проводят в том числе сложнейшие операции. Я предлагаю отправиться в научно-практический центр неврологии и нейрохирургии. Тему продолжат мои коллеги. Самые маленькие пациенты Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии могут весить всего 1,5 килограмма. Это малыши, которые родились гораздо раньше срока. Операции с такими крохами в центре проводят около 30 за год. Сегодня мы оперируем детей, которые родились доношенными, и это операции через 5 часов после рождения. Есть определенные пороки развития нервной системы, которые нужно оперировать сразу после рождения. Например, удаляли огромную опухоль, которая занимала четверть мозга у 7-дневного. Это еще серьезнее хирургия, чем вот эта хирургия первого дня при пороках. Самый маленький наш пациент, если исходить из возраста и веса, это была операция, выполнена в прошлом году, операция, которая выполнена у плода. Это была хирургическая коррекция порока. Но мы оперировали маму на 26-й неделе беременности. И вес плода был где-то 850-870 грамм. Одно из тяжелейших заболеваний – это детский церебральный паралич. ДЦП сопровождается высоким тонусом мышц, который не позволяет детям нормально двигаться и приводит к вывихам в тазобедренных суставах, к сколиозу, деформации позвоночника. Хирургическое лечение этого заболевания, по сути, ювелирное, также проводят профессионалы Центра неврологии и нейрохирургии. Вот эти операции мы проводим у себя. Это 2 вида операций. Самое распространенное – это селективная дорзальная ризотомия, когда мы через очень маленький доступ через один позвонок снимаем спастику на 5-6 уровнях позвоночника. Это, кстати, очень малоинвазивный метод, и на постсоветском пространстве
мало кто, мы, наверное, даже первые, кто начали делать именно такую малоинвазивную методику, именно этой операции ризотомии. Проходят лечение в центре и взрослые. Врачи также помогают им решить сложнейшие проблемы со здоровьем. В нашем центре мы осуществляем нейростимуляцию различных отделов центральной нервной системы и периферической нервной системы, как головного мозга, спинного мозга. Из периферических нервов это нервус вагус или блуждающий нерв, другие периферические нервы, а также стимуляцию крестцового или по латыни сакрального сплетения. Благодаря нейростимуляции или более грамотный термин нейромодуляции, то есть изменению параметров нервной системы, можно лечить мышечную дистонию, широкий спектр болевых расстройств, некоторые формы эпилепсии, болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона относится к группе двигательных заболеваний. Благодаря стимуляции глубинных ядер головного мозга, это субталамическое ядро, вентроинтермедиальное ядро и медиальное ядро бледного шара, мы можем воздействовать на различные проявления болезни Паркинсона. По сути, это не столько лечение, сколько помощь пациентам. Благодаря стимуляции глубинных ядер головного мозга нивелируются различные проявления болезни Паркинсона, такие как тремор, ригидность, и у пациентов улучшается качество жизни и уменьшается количество необходимых препаратов, которые нужно принимать каждый день. В стенах Центра неврологии и нейрохирургии пациенты получают свободу от атеросклероза, который впоследствии может привести к ишемическому инсульту. Подобную сосудистую патологию решают с помощью эндоваскулярной хирургии. Этот малоинвазивный метод используют и для лечения ряда других проблем. Это реваскуляризация, то есть стентирование сонных артерий. Если говорить про интеркраниальную патологию, то есть сосуды, которые расположены непосредственно в полости черепа, там лечатся артериальные аневризмы, это геморрагический инсульт, разрыв аневризмы вызывает, соответственно, операция направлена на профилактику геморрагического инсульта с целью улучшения прогноза пациента на будущее. Если мы говорим про плановую хирургию, также операции выполняются неотложно на аневризмах, уже рвавшихся, для того, чтобы пациента более адекватно лечить. Также одна из таких немножко более редких патологий – это артериовенозные мальформации. Они тоже вызывают кровоизлияние. Тоже могут операции проводиться как при рвавшихся артериовенозных мальформациях, либо плановые для профилактики разрывов. Выписываясь из Центра неврологии и нейрохирургии, пациенты, можно сказать, получают билет в другую, здоровую жизнь, а зачастую и второе рождение. Подводя, скажем так, итог, Михаил Михайлович, очень часто мы списываем многие симптомы, болезней на нервы. Так и говорим, все же болезни от нервов, вот отдохнем чуть-чуть, какую-то себе передышечку все-таки обеспечим, и все пройдет. Но как врач, скажите, когда все-таки стоит идти к врачу? Согласно Всемирной организации здравоохранения, под здоровьем понимается полное физическое, душевное и социальное благополучие без каких-либо заболеваний или физических дефектов. И я бы, наверное, рекомендовал так. Если мы не можем объяснить наше плохое самочувствие какими-то бытовыми причинами, то, наверное, стоит обратиться к медработнику. В первую очередь, конечно, это врач общей практики или терапевт. И уже если будет необходимость, человека перенаправят к узкому специалисту по профилю предполагаемого заболевания. А чтобы оттянуть визит к вам, к неврологу и к вашим коллегам, может быть, можно какие-то, рекомендации дать людям? Если вы формулируете таким образом оттянуть визит, я подразумеваю, это профилактика. Конечно. Профилактика неврологических заболеваний. Дело в том, что профилактика неврологических заболеваний, на мой взгляд, точно такая же, как и профилактика других заболеваний. На что человек может влиять самостоятельно? Это так называемые факторы риска. Это малоподвижный образ жизни, это избыточная масса тела, это контроль артериального давления, это полноценное сбалансированное питание, обязательно режим труда-отдыха, высыпаться, не менее 7 часов в сутки взрослый человек должен спать. Ну и, конечно, это хорошее настроение. То есть здоровый образ жизни – это не банальные слова. Вы должны понимать, что более 50% благополучия, здоровья человека зависит от него самого. И только 20% это какие-то врожденные генетические предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Поэтому все в наших руках.
Спасибо вам огромное, что нашли время, Спасибо вам. пришли к нам. Здоровья вам и вашим пациентам. Спасибо. Это Взаимно. самое главное. Взаимно. А я прямо сейчас предлагаю узнать самые интересные факты о работе нервной системы у животных. Время научного дайджеста. Почти 80% тела паука занимает мозг. Такой вывод сделали ученые из Смитсоновского тропического университета, исследовав самого маленького паука в мире. Иногда мозг членистоногого достигает таких размеров, что вытесняет остальные органы в нижние конечности. У пиявок 5 пар глаз, 300 зубов и 32 мозга. Фактически, конечно, мозг один, но состоит он из 32 отдельных нервных узлов, что зоологи вполне серьезно называют отдельными органами. Самой маленькой в мире нервной системой обладает микроскопическая оса вида мегафрагма. Пока насекомое живет в виде личинки, у него есть небольшой набор нейронов, который по мере взросления особи уменьшается, поскольку они просто не помещаются в крохотной голове. Это был проект «Наукомания», и я его ведущая Екатерина Белецкая. Надеемся, что вам с нами было интересно. Душевного вам спокойствия и берегите нервы.